На сегодняшний день в Кыргызстане открыто более 500 источников минеральных вод, почти всех известных типов. По этому показателю страна уступает только Кавказскому региону. В связи с этим была поставлена задача реанимировать санаторно-курортную отрасль и обеспечить доступ к ней граждан страны. Курорты, они должны быть не пансионатами, а именно санаторно-курортными учреждениями, которые проводят профилактическое лечение для наших граждан. И это санаторно-курортные учреждения являются неотъемлемой частью медицинских учреждений. Поэтому сегодня мы приняли решение провести такую выставку именно по оснащению медицинскими оборудованиями этих курортов. В рамках научно-практической конференции «Современные санатории и курорты Кыргызстана. Новый взгляд и перспективы развития» состоялась выставка специального оборудования для здравниц, изготовленных в России. Представители российских компаний отметили, что у Кыргызстана есть все шансы превратить санаторную отрасль в одну из ведущих. Первым делом мы собираемся, планируем работать с санаториями. Уже есть первые контракты, насколько я знаю, у нас ИСИК-АТА уже заказал оборудование. Ну, просто показать, что есть хорошее оборудование в России. И изготовители в разных городах. Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск, то есть Уфа. То есть то, кто делает, скажем, вот это Уфа, это Ижевск. Ванны, Ковров, там ванна есть, Санкт-Петербург. Поэтому широкая линейка, я говорю, что удобно работать с одним поставщиком. Участникам конференции рассказали о том, какие работы по реабилитации и модернизации курортов и санаториев Кыргызстана были проведены за последние 2 года. В частности, с начала года полное обновление идет в санатории Жетөгүз. Старые здания сносятся, и на их месте строят новые. Жетөгүз санаториянын багыты эч кандай өзгөрбөйт. Ал жерде болгону гана ушу жаңы заманбап. Мы планируем приобрести новое и современное медицинское оборудование. Санаторий после капремонта также будет работать в направлении восстановительной терапии и здравницы. Также дополнительно построим новые корпуса со всей инфраструктурой. Даст Бог, будем обслуживать не только наших граждан, но и иностранцев. Туристтерди кабыл алганга дагы жана ошондой эле бизден орусуна дабаа издеп келген бейтаптарды кабыл алганга да шарттар түзүлөт. Стоит отметить, что многие курортно-оздоровительные объекты несколько лет назад от Федерации профсоюза временно перешли в ведение управделами президента. После окончания полной модернизации и капремонта все санатории и курорты вернутся обратно в профсоюз. Всем известно, до этого вся санаторно-курортная служба подчинялась ЦК профсоюзу, но с переходом в состав управделами президента санаторно-курортная служба развивается очень стремительно. Это является новым этапом развития санаторно-курортной службы в нашей республике. На сегодня полным ходом идет реконструкция и модернизация курорта Ысыгата, построенные дополнительные современные так называемые афреймы и минеральные бассейны. Оздоровительный курорт Джиргалан уже принимает и обслуживает граждан не только Кыргызстана, но и зарубежья. В планах управделами президента восстановить все известные республиканские здравницы в ближайшие годы. Эрмек Куренкеев, Жакшылык Исаков, ЛТР Бишкек.